Звук фанфар, свет лампы и аплодисменты. Так начинается самый долгожданный кинофестиваль на Северном Кавказе – «Золотая башня». На ковровой дорожке появляются главные гости фестиваля – известные артисты и творческие деятели страны. Народный артист России Алексей Булдаков. На счету актеров десятки лент, в том числе и комедии «Особенности национальной рыбалки», «Охота» и многие другие. Далее на дорожку выходит Клим Лаврентьев, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Зал встречает каждого гостя бурными овациями. Дорожки Юрий Чернов, советский и российский актер. В 5-м юбилейном кинофестивале по традиции принимают участие кинорежиссеры не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. Как символ дружбы народов на сцене появляются флаги стран кинолент, представленных на фестивале. Все гости на сцене. С приветственным словом главы Ингушетии Юнусбека Евкурова выступает начальник отдела управления внутренней политики администрации главы Тамара Мальсагова. Надеюсь, что сегодняшний форум в полной мере оправдает ожидания взыскательной публики, станет незабываемым праздником для зрителей и для участников кинофестиваля. Искренне желаю всем участникам и организаторам кинофестиваля творческих успехов, интересных встреч, счастья, мира, добра и благополучия. А зрителям хорошего просмотра и незабываемых впечатлений. Глава Республики Ингушетия Юнусбек Баматбелевич Евкуров. И для нашей республики, и для всего Северного Кавказа, и не только Кавказа, будет иметь, надеюсь, серьезное продолжение. И хочу поблагодарить прежде всего наших гостей, Клима Анатольевича, всех тех, кто стоял у истоков создания этого праздника. Для нас самое важное является, чтобы в течение вот этих 1,5-2 часов, что вы будете у нас в гостях, а мы будем у вас в гостях, чтобы вы получили радость, чтобы улыбка освещала ваше лицо, чтобы вы подольше вспоминали эту нашу встречу. По традиции, открытие международного кинофестиваля «Золотая башня» ознаменовала режиссерская хлопушка. Обращается к излюбленным киноманам, собравшимся в зале, и актер Алексей Булдаков. В фестивале он принимает участие впервые. Приглашение принял за несколько дней до торжественного открытия. Собственно, я еще и приехал, во-первых, поздравить, побывать у вас. Еще хотел бы просто потрясти музыкальную общественность Ингушетии, и в частности города Назрани и Магаса, своим неповторимым вокалом. У именитых артистов театра и кино богатая творческая программа. Стихи, монологи старые, но всеми знакомые и любимые песни. В этом году на «Золотую башню» было заявлено более 40 фильмов. Среди них 6 ингушских режиссеров. За главный приз статуэтки «Золотая башня» будут конкурировать киноленты отечественных и зарубежных авторов. На суд жюри будут представлены и работы наших коллег, журналистов национального телеканала «Ингушетия». Жюри в категории «Игровое кино» в текущем году вновь возглавит известный кинорежиссер Суламбек Мамилов. Как и в прошлом году, Тенгиз Семенов будет председательствовать в номинации «Документальное кино». А вот актриса Ольга Хохлова, которая, между прочим, является рекордсменом в нашей стране по количеству сериалов, в которых она успела сняться, а их, между прочим, 138. В жюри фестиваля она впервые и уже под большим впечатлением. Я жду очень больших свершений от фестиваля, потому что я так понимаю, что фестиваль предназначен для того, чтобы в Ингушетии сделать киностудию. Представляете? То есть у вас будет Голливуд с вашими такими экстерьерами. Вот этот гигантский сад, который я увидела и по дороге из аэропорта. Вот эта чистота, этот какой-то воздух, горы, это фантастика. Хочу очень увидеть весной, как цветет вот этот огромный гигантский яблоневый сад. И хочу, чтобы вы сняли здесь, может быть, Чехова, может быть, Вишневый сад. Первый кинофестиваль «Золотая башня» прошел в Ингушетии осенью 2014 года. Главный приз по традиции – уменьшенная копия средневековой ингушской башни. А пока в ближайшие 3 дня в Домах культуры республики и кинотеатрах пройдут кинопоказы фильмов конкурсантов «Золотой башни». Амина Бокова, Зуфра Дугиева, Адам Далаков. Новости 24.